Героиня моего проекта – моя прабабушка Такиуллина Кашифа Такиулловна, великая труженица тыла, которая, как и сотни тысяч женщин, на своих хрупких плечах вынесла всю тяжесть военных и послевоенных лет. Работая на полях, заводах и фабриках, они ковали победу и восстанавливали из руин нашу страну. Кашифа Такиулловна родилась в 1911 году в многодетной семье. У нее было 7 братьев и 4 сестры. С раннего возраста, с утра до поздней ночи, ребятишки помогали вести огромное хозяйство, работали на полях, огородах, ухаживали за домашними животными и птицей, а вечерами посещали уроки арабской грамоты. Начались страшные времена для народа, раскулачивание. Данная участь не обошла и семью моей героини. Пожилых родителей не тронули, но ее сестру с мужем и малолетними детьми, признав кулаками, конфисковали все имущество и выслали в Сибирь. По дороге почти все погибли от голода, холода и болезней. В 1929 году Кашифа поступает на 2-годичные учительские курсы, а вечерами работает в товариществе по обработке земли Амур. Она не боялась никакой работы, выполняла ее ответственно и качественно, была передовиком производства. После окончания курсов ее направляют в Таташлицкий район, а затем вместе с мужем, тоже педагогом, переводят на работу в деревню Иткинеево Янаульского района. Общительная, справедливая и беспокойная, она всегда была среди людей. Ее уважали и доверяли не только своих детей, но и свои секреты. В 1939 году она вступает в партию, грянула война. Мужчины один за другим уходят на фронт, ушел и муж. Она осталась одна с 5 малолетними детьми. Ее назначили парторгом. На 7 деревень была одна радиоточка. Она ходила 8 километров каждый день слушать сводки Совинформбюро о положении дел на фронте. Захватив повестки и письма, она отправлялась в обратный путь. Односельчане с нетерпением ждали ее, ловили каждое слово. Своим оптимизмом она придавала силы и вселяла веру в победу. В 1944 году в деревне Максимово Янаульского района был открыт детский дом. Ее направили туда завучем. 11 лет она отдала детям, лишенным родительской любви и ласки, была для них отцом и матерью, учила жизни. В деревне к ней относились с большим уважением, она входила в актив сельсовета. Несколько созывов избиралась депутатом, многие годы была лидером местных коммунистов, никогда не жаловалась на занятость и усталость, а ведь дома ее ждали 5 детей. Она всех смогла поднять на ноги и дать образование. Ее многолетний труд был отмечен множеством грамот, благодарностей и медалей. Я горжусь, что я потомок труженицы, она настоящая героиня трудового фронта, достойная восхищения.